О, Андрій, а що ти тут робиш? Що ви тут робите? А що слуга народу робив сьогодні? Що не з народом слуга народу? Это, друзья, начало шоу. Ляшко якобы совершенно случайно оказался в аэропорту, и совершенно случайно кто-то стал снимать его приход и разговор с Герусом. Но, как вы уже понимаете, драка между Ляшко, человеком Ахметова, и Герусом, человека Коломойского, это спланированное мероприятие. Ляшко слили информацию, когда Герус будет находиться в VIP-терминале аэропорта Борисполь. И, естественно, он в своей привычной форме начинает цепляться к Герусу. Секунду, чого не з народом слуга народу? Що? Я за свої гроші, ти за які гроші тут? За свої чи за державні? Я ж перепитаюся. Хто оплачував за зону? Ты оплачивал? Я пытаюсь. А вы верите, что Ляшко летает за свои деньги? И, между прочим, Ляшко летать любит, особенно на отдых. Вот вам Таиланд, экзотика, а вот вам и один из самых дорогих курортов Европы, остров Капри. Любит человек и экзотику, и пафос, ничего не скажешь. А вот в делах государственных он участие принимает только в том случае, когда его хозяин скажет фас. Да и в принципе не совсем поняла, к чему он это. Хотя с другой стороны, драку же нужно с чего-то начинать. Хто оплатив його перебування тут? Держава платить чи він заплатив? За які бабки ти тут знаходишся? Я питаю, за які гроші? За російські? Подходим плавно к завязке сюжета. Все в лучших традициях политического экшена. Герус еще не совсем понимает, что происходит, руку пожимает, но настороженно. Он прекрасно ознакомлен с выходками Ляшко и прекрасно понимает, что Ляшко представитель Ахметова, и они друг с другом конкуренты. Но вот такого поворота событий, мне кажется, он точно не ожидал. Російська енергія, то совість не болить? Ні? А то, що наші не купують електрику, теж не болить совість? А російську? А в Укренерго державну? А в Енергоатомі? Не болить? Купують? По якій ціні купують? Я даю гроші. Смотрите, какой Ляшко, борец за справедливость и защитник своей родины. Но на самом деле он отрабатывает сценарий Ахметова, по которому должен спровоцировать Коломойского, после чего программа «Свобода слова», где все нам известный и знакомый по многим моим блогам Савик Шустер будет раскрывать и еще больше развивать целую кампанию против Коломойского. Тем более, что у Шустера зуб на Коломойского. И коммунальных услуг с 2015 до 2018 года. Значит, 8 августа НАБУ сообщила ему о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Давайте я вам напомню один из фактов. Тем более, что у Шустера зуб на Коломойского. Давайте вспомним, что же произошло. Вот так Коломойский обвинил Шустера в том, что он делал махинации на телеканале 1+1, пока там шла его программа. Он брал деньги у Коломойского, а также у других мэров, участников программы. Это шоу противостояния между двух олигархов началось уже давно. Поэтому появление Шустера это было не просто так. Именно на канале Ахметова ему вернули программу «Свобода слова» и подарили самую дорогую в Украине студию. Ахметов сделал Шустера ключевой журналистской фигурой в своем шоу. А вот следующий выпуск «Свободы слова» как раз был об энергетике. Интересное совпадение, правда? Туда пригласили Геруса, представителя Ахметова. Ціну? Знизили для Коломойського. Андрій, Зни- давай поговоримо. Можна я таки закінчу? Ну и, естественно, куда же без Ляшко? А можна Всі вони Одну хвилину. Можна я закінчу свій виступ? Дезінформації. Ми домовилися, що говоримо по черзі. коментувати. Ми Надо будемо коментувати, говорити ви по праві. черзі. Ви запросили нас сюди, ми тут Андрію, скажемо вибачте. своє бачення. Савік, у мене до вас Савік, велике можна я закінчу прохання. виступ? Андрій зараз... И, кстати, стало известно, что Ахметов приступил к организации нового телеканала с круглосуточным вещанием под названием «Украина-24». Еще одно такое странное совпадение. Название телеканала уж очень похоже на название российского телеканала «Россия-24».
24. Отметьте этот момент у себя в памяти. Я абсолютно уверена, что в ближайшем будущем будут всплывать очень интересные факты по поводу того, кто же был одним из организаторов войны на Донбассе, кто был в Кремле, несмотря на то, что идет война в Украине, и кто помогал людям на Донбассе через свой фонд. Необходимыми медикаментами обеспечил штаб Рината Ахметова. Также оплатил расходы на операцию. Тогда Виктории и Роману больше не на кого было надеяться. Кто за 5 лет неоднократно бывал в Кремле, но при этом якобы помогал из своего фонда жителям Донбасса. Вот такие вот истории вещаются на телеканале «Украина», канале Ахметова в течение 5 лет, пока на Донбассе идет война, творя из Ахметова чуть ли не мессию. Но не будем забегать вперед, мы проводим свое личное расследование, и как только будем уверены во всех источниках информации, обязательно обсудим с вами эту историю в одном из наших блогов. Ну а пока давайте вернемся к драке Геруса и Лешко. Знаходишся. Ти за які гроші Що ти знаходишся? пальцем не Я питаю, за які гроші За свої ти гроші знаходишся? знаходиш. Не за свої. Пальцем не тільки з мене. Не за свої. Пальцем мене Не за свої. Слухай, ти спортом коли займався? Ну, не треба тоді Ти коли займатися. спортом займався? Я говорю, за які гроші ти тут знаходишся? За свої гроші. Не бреши. За народні. Герус прямо в лицо повторяет Лешко, кому тот служит, понимая, что это все будет открыто перед журналистами и, наконец-то, осознав, в какую игру он попал. Ціна нижче стала. Нижче, де кого нижче? Де кого нижче? Для всіх нижче. Що ти брешеш? Тільки для Коломойської було. На что и Лешко не остался в долгу и обозначил Коломойского. А ти, Льоша, що ти тут робиш? Що ти робиш? Ти за які гроші тут займаєш? Гроші такі є. За народні. Пальцем не тикай. Це за народні. Ти що? Що ти пальцем Слуга тикаєш? народу. Ти що? Що ти пальцем Я говорю, ти за які гроші. Феерия прямо какая-то. Как говорят, нервы сдали, пошли в ход кулаки. А это, между прочим, наши политики. И знаете, когда некие парохоботы утверждают, что Зеленский клоун, то, глядя вот на таких, как Лешко, у меня возникает вопрос. А кто же вы? Я питаю, ти за які гроші тут знаходишся? За народні? За народні. За свої гроші. Ти слуга народу на виборах що обіцяв? За свої гроші. Іди до народу, а не ховайся по зодах. Все. Іди до... Вот человек волнуется, где взять деньги и когда успеть сходить в спортзал между поездками на отдых и скандалами. А между прочим, на Лешко одежда где-то порядка на 100 тысяч гривен. И, между прочим, на наши народные. Одні гроші. Із охоронцем не Ти з ким схочеш, з ним і хожу. Кстати, услуги охраны – это тоже удовольствие не из дешевых. Я открыла по запросу в Google первый попавшийся сайт и посмотрела на стоимости. В среднем это около 4000 гривен. И так просто на секунду задумалась по поводу того, а какая же пенсия у бабушки с протянутой рукой и мелочью в магазине. Вот, собственно, и все сказано. Лешко под украинским производителем не скрывает Ахметова, на что Герус апеллирует: у вас дорого, покупать не будем, как ни крути. Будемо Ахметова купувати. купляти Якщо дорого. ми не будемо. Ми будемо купувати Ахметова українських дорого не виробників. Ми будемо купляти в українських виробників. Ахметова. По факту у Лешко задача сделать Геруса антигероем на еще такой животрепещущей темы конфликта между Россией и Украиной. А у Геруса всячески продемонстрировать, что Лешко является шестеркой Ахметова. Но только очень странно слушать всю эту историю, если учитывать, что по факту и Коломойский подвязан под Россию, и Ахметов точно так же. Ще вище ринок буде Ринок вирішувати. вирішує, Але правильно. не ти, який Ринок. запустив сюди росіян. Ринок. Ти ворог народу, Ринок буде ти вирішувати. зрадник, ти запустив сюди росіян, ти запустив сюди росіян. Ахметов платить податки. Хотелось еще раз и немножко с другого ракурса продемонстрировать, что это вовсе не забота о благополучии страны. Это разборки между двумя кланами. Причина простая и понятна. Герус пролоббировал поставку российской дешевой электроэнергии. У Коломойского своих электростанций нет, а вот энергоемкие ферросплавные заводы есть.
И в октябре Интер-РАО «Господ» Ковальчука и Сечина возобновили поставки электроэнергии на заводы олигарха. В свою очередь, владелец большей части украинских ТЭЦ ДТЭК Ахметов начинает нести убытки из-за возвращения россиян на энергетический рынок Украины. И учитывая, что влияние Рената Ахметова в политической сфере неуклонно падает, у Коломойского как раз-таки наоборот есть возможность укрепиться в энергетической сфере. Так что в Сосновке как раз-таки не Коломойский Ахметову, а скорее наоборот пытался перекрывать дыхание. А если ради этого один народный депутат изобьет другого, пусть бывшего, но тоже народного депутата, это будет просто считаться издержкой. Що ти не знаєш, що Росія агресор? Монополії не буде. Росія агресор? Монополії. Це ясно агресор. Чому ми не купуємо? А чому Ахметов купляє вугілля? Чому ми в Росії агресор купуємо? Хто купляє? Держава? Ти Ахметов купляє. поміняв закон, і ми Ахметов купляє. купуємо в Росії агресор. Ахметов купляє. Ні, ти купуєш в Росії. Кстати, совершенно недавно появилась информация, которой я хочу с вами поделиться. На территории Украины сейчас находится порядка 5000 вагонов с маркировкой РЖД. И совершенно не факт, что во всех этих вагонах находится уголь. Так что будьте, пожалуйста, осторожны. И да, увидела интересный инсайт в телеграме Макса Бужинского, депутата от партии «Слуга народа». Цитирую. Уважаемый Ренат Леонидович Ахметов, возможно, вы не в курсе, но граждане не могут дозвониться в принадлежащую вам компанию ДТЭК и сообщить об оборванных в результате падения дерева проводах на улице Ворошилова, 7 города Днепр. Представляете, никто не берет трубку, а ведь из-за этого кого-то из прохожих может убить током. Уж не говоря о том, что граждане сидят без света. Пожалуйста, не удивляйтесь потом, если парламент вдруг демонополизирует ваше предприятие. Ничего страшного. Возможно, новый собственник будет более требователен к персоналу. Ради эксперимента предлагаю вам попробовать дозвониться туда по одному из телефонов. И заметьте, при этом Ахметов очень хочет монополию в Украине. И вы знаете, мне интересно, а Ляшко, видимо, забыл, что депутатской неприкосновенности у него уже нет, и он может получить срок по всем стандартам украинского закона. В итоге полиция таки открыла уголовное дело по факту драки между Ляшко и Герусом. Но самое забавное то, что ни с одной стороны, ни с другой заявления сделано не было. Как сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович, дело было открыто по факту события. Какая будет статья, пока непонятно. Возможно, хулиганство, а возможно, угроза деятелю. Пока это решается. Знаете, судя по видео и отчаянию в глазах Ляшко, мне кажется, если он не оправдает, конечно же, ожидания своего хозяина, пойдет он побираться по овощным магазинам. Судя по поведению и отчаянию Ляшко в аэропорту, мне кажется, если он, конечно, не оправдает отчаяние своего хозяина, придется ему скоро побираться на овощных базах. Ну, а мы со своей стороны, конечно же, ждем ответного удара от Коломойского и новых шагов от Ахметова. Хотя уже сейчас появились слухи о том, что Ахметов готовит весьма интересное предложение для Зеленского.